Мы знаем, что в России каждый писатель индивидуален, но всех писателей объединяет одно. Это в первую очередь стремление понять, почувствовать, предвидеть будущее нашей России, нашей страны и, безусловно, судьбу ее народа. Наверное, как человек, как личность, русский писатель, безусловно, любит свою Россию, любит свой народ, гордится историей своей страны. Без этого, наверное, он не был бы русским по духу и не был бы классическим писателем. Наверное, в их числе и Иван Александрович Гончаров, о котором мы сегодня говорим. В литературной деятельности, в первую очередь, он видел свое призвание и свое общественное назначение. То, что касается созданных им в XIX столетии 3 романа, в первую очередь основные, и сегодня они, безусловно, не потеряли своей актуальности. Наиболее значимым, наверное, коллеги подтвердят, является, безусловно, произведение Обломов, наиболее значительным, отражающим в том числе, наверное, современную действительность. Это один из, наверное, вечных таких многослойных текстов русской классики, возможно, даже и мировой классики, который затрагивает различные аспекты и социальные, и психологические, и в то же время открывает новые горизонты для развития творческой личности. Если проводить временную параллель и определить нарицательное значение обломовщины, хочется назвать ее массовые случаи в современном мире и, может быть, появившиеся в связи с этим какие-то лингвистические клише. Так называемый офисный планктон, в том числе в кавычках, дно корпоративного мира, маломотивированные, среднеполучающие и многим недовольные менеджеры, может быть, младшего и среднего звена, бомжи, люди, без определенного места жительства и другие. Учитывая, может быть, этот аспект значимости духовного наследия Гончарова для современного общества, в юбилейный год необходимо, наверное, заново обратиться к его творчеству, в частности, в русской литературе вообще, как одному из основных примеров для воспитания и в подрастающем поколении, в первую очередь, высоких духовных и нравственных качеств гражданина, в первую очередь. И в связи с этим хотелось бы как раз отметить о том, что в школе не жалуют Гончарова. Да, действительно, сейчас программа, к сожалению, которая рекомендована к обучению, именно такова, что творчество его в массовом плане не изучается, хотя это тоже может быть сделано как вариативная часть общей образовательной программы любым педагогом в зависимости от своих литературных пристрастий или своих приоритетов. Но детального изучения произведений Гончарова у нас в школе не происходит. За исключением, может быть, программ профильного класса, когда мы говорим о гуманитарной составляющей, где литературный компонент изучается на углубленном уровне. Поэтому, на наш взгляд, основная роль по организации мероприятий и изучению духовного наследия писателя в образовательных учреждениях будет отведена в юбилейный год не программному изучению его произведений, потому что реально такой возможности нет с точки зрения требований федеральных государственных образовательных стандартов, а школьным библиотекам и внеурочной деятельности. Совместно с учителем библиотекарь через книгу чтения обязан способствовать получению личностных результатов образования у обучающихся, которые должны отражать, согласно стандарту, формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского государства и общества и становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Безусловно, применение в библиотечной работе новых педтехнологий предоставляет возможность наряду с учителями способствовать овладению необходимыми навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. Личностно ориентированный подход обязывает библиотекарей обучать детей готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, также излагать свое мнение и аргументировать собственную точку зрения или какую-либо оценку событий. Иногда удивляешься реакции учителей.
Вот, например, проходят они какое-то произведение сейчас в школе, ну, Гончарова, Толстого, там еще что-то. Они не идут в библиотеку. У них свое видение. Вот. Мы предлагаем совершенно другой взгляд на это произведение. Сейчас с медиапрезентацией, с книжной выставкой мы пытаемся вот на этой книжной выставке рассказать о писателе, о эпохе, архитектура, культура, живопись, все. То есть вот наша выставка, например, там по Толстому или по Пушкину, там или еще что-то, она вот такая большая, всеобъемлющая. Но тем не менее учителю это неинтересно. Дело в том, что у нас есть у органов власти определенные информационные ресурсы, и они ими пользуются. На своем уровне есть у библиотек, у школ, у, допустим, театрального коллектива в тридцатке и так далее. Они ими пользуются. Это вектора, которые не пересекаются, к сожалению. И в средствах массовой информации, к сожалению, власть представлена больше, объективно больше, чем конкретный национальный музей, чем конкретная библиотека Гайдара, чем конкретная школа, и это понятно. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно просто объединить наши информационные потоки. То есть вот этот координационный совет, который будет заниматься, да, вот начнет заниматься с года Гончарова и будет двигаться дальше, значит, он должен создавать единую карту города, а потом, может быть, и республики, информационную, вот по всем вот этим мероприятиям. Средства массовой информации – это самый главный рупор. И на самом деле они могут вернуть нас к русской литературе. Я почему-то сижу в обнимку с уважаемым Дмитрием Быковым. Да? Мало того, что он сын учительницы и сам преподает в школе, невзирая на то, что он писатель, телевизионный ведущий и журналист. Да? Он сказал, самое честное, что можно сейчас сделать, это пойти в школу. И он идет в школу и преподает литературу. Да? Но кроме этого, он делает свои колонки, так называемые датские, которые появляются в разных средствах массовой информации, и вот уже второй год собирает эти колонки вот в такие публикации. Он пишет о том, о чем обычно СМИ не говорит. Он поднимает именно русскую литературу, русскую историю, какие-то вопросы, связанные с проблемой самосознания. Он откликается на какую-то дату, и это читается в сети, это читается в центральных известиях, да, каких-то, и читается вот потом в виде книги. Главная наша задача – это не продираться к журналистам, а стать с ними одной командой. И тогда эти люди начнут говорить о том, что происходит, совсем по-другому. Книга и литература – такой тонкий субстрат, что по-настоящему говорить о ней может тот, кто с книгой живет, тот, кто с книгой общается не от того, что время свободное появилось, и я перелистну, а тот, кто может по-настоящему. Нам нужны духовные авторитеты, а не авторитеты, так сказать, успешного бизнеса только. Потому что сейчас общество почему-то вот в таком некотором перекосе. У нас ценности духовной культуры, они будут двигаться все время на второй план. Существует театр «Творильня» уже много лет. И мы год и 4 месяца ставили спектакль «Обыкновенная история» по Ивану Гончарову. Ну, во-первых, когда я прочитал очень поздно для себя «Обыкновенную историю», я понял, что это про нас, про наше время, и ставить это нужно сейчас. Тем более актеры уже к этому моменту позанимались несколько лет и готовы были к работе. 1,5 года почти мы работали над спектаклем. За это время для меня самым важным стало то, что, во-первых, мы должны были понять механизмы, пружины того, что же написал Гончаров, что его волновало, и почему меня взволновало это сегодня, сейчас. Я надеюсь на то, что ребята, пройдя этот нелегкий, трудный путь, полюбили так же, как я, полюбил Гончарова. Наверное, задали себе множество вопросов. Как жить, зачем жить и так далее. Вот все, что поднимает Иван Александрович. Владимир Аркадьевич человек, конечно, делающий великое дело. Вот великое. Почему великое дело? Потому что он совершенно по-новому заставляет читать.
уже все знакомо, и мало того, он вообще заставляет читать. Вот за это ему, конечно, огромное спасибо, потому что до «Обыкновенной истории», если здесь сидящие помнят, был совершенно замечательный спектакль «Завтра была война». Это тоже классика. Правильно вот тут было сказано, что советские произведения, созданные в советскую эпоху, они нисколько не потеряли своей актуальности. И всегда у Владимира Аркадьевича есть такой момент, когда он может оставить такие акценты, что дети выходят со слезами на глазах. Современные дети, такие же, которые смотрят телевизор, для которых главный компьютер, iPod и так далее, и так далее.